О самых заметных событиях вторника, 15 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Купить пока не подорожало. Грозит ли Якутии продовольственный кризис и рост цен на продукты питания? Меры поддержки фермеров и овощеводов продолжают действовать в Ленском районе. Какую помощь можно получить? 15 марта ежегодно во всем мире празднуют День защиты прав потребителей. В отделе управления Роспотребнадзора в Нерюнгри провели День открытых дверей. Пользу туберкулиновой диагностики родители маленьких угаянцев оценивают верно. Бригада фтизиатров отправилась в отдаленный поселок Угаян. Успешная совместная работа. Компания «Майкромайн» открыла компьютерный класс на базе Горного института СКФУ. Регионы Дальнего Востока поддержат в условиях санкций. В настоящее время фиксируют рост цен на грузоперевозки. Вице-премьер правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил ФАС, Минтрансу и Минвостокразвития проанализировать обоснованность роста стоимости перевозок и механизма ценообразования. Говорили о планировании и контроле поставок по обеспечению жизненно важными товарами населения северных территорий. Отдельное внимание уделено оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям. В повестку совещания также вошли вопросы работы банков в части финансирования инвестиционных проектов. Кроме того, правительство России определило параметры займов для кредитных каникул. Премьер правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов. Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. По условиям программы заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября этого года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от 1 до 6 месяцев. Приоритетной задачей в условиях антироссийских санкций является поддержка социально незащищенных категорий граждан. Эту мысль подчеркнул глава Якутии Айсан Николаев. По данному вопросу важные решения принимаются и на федеральном уровне. Президентом страны принято решение о новых соцвыплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Вместе с тем имеются вопросы, требующие принятия оперативных решений на региональном уровне. Во-первых, связанные с формированием перечня лиц, которые могут получить новые выплаты, отметил глава региона. Одним из основных решений принято решение о дополнительном этапе повышения заработной платы неуказных или так называемых прочих категорий работников бюджетной сферы, которое произойдет с апреля текущего года. Если с января месяца мы уже такие решения приняли о повышении заработной платы прочих категорий на 3,6%, то сегодня, с учетом последних решений, дополнительная индексация произойдет с апреля текущего года. Кроме того, Айсан Николаев поручил поддерживать наличие в регионе необходимых лекарственных препаратов. Региональная система здравоохранения не должна пострадать в условиях санкций. Глава поручил правительству обеспечить медицинские организации, больницы и поликлиники республики запасом лекарственных препаратов. Айсан Николаев озвучил, что в настоящее время в республике сформирован достаточный объем запаса необходимых лекарств. Как сообщила глава Минздрава Лена Афанасьева, сейчас в приоритетном порядке закупают лекарственные препараты для пациентов с редкими орфанными заболеваниями. В регистре граждан с редкими формами заболевания 187 пациентов. Первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков провел рабочую встречу с руководителями строительных и проектных организаций. Рассмотрены конкретные пути применения принятых в эти дни законодательных норм продолжения строительства в новых условиях. По поручению главы региона Айсана Николаева в ближайшие дни будут разработаны нормативно-правовые документы для реализации изменений в федеральное законодательство. В кратчайшие сроки будут приняты меры, способствующие работе строительного комплекса, сказал Кирилл Бычков. Сейчас строители как никогда нуждаются в поддержке, и
Понимание у правительства есть, и мы сейчас по итогам сегодняшнего совещания примем очень хорошие меры и примем такие серьезные задачи в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Что касается ценообразования, действительно, время непростое, но, несмотря на это, все основные материалы у нас производятся в стране, инертные материалы тоже находятся у нас, поэтому мы не должны допустить рост стоимости строительных материалов. В соответствии с поручениями президента Владимира Путина в Якутии продолжает действовать программа соцгазификации. В нашей республике в нее попали более 4000 домохозяйств в 82 населенных пунктах. Несмотря на ситуацию в стране, программа догазификации в республике продолжится и, возможно, с наращиванием темпов. Эти вопросы рассмотрены сегодня на правительственном часе в парламенте республики. По заявлению парламентариев, несмотря ни на что, механизмы и процедуры подключения домов к газу останутся неизменными. В этом году в Якутии стоит задача подключить 2481 дом. Льготные займы начнут выдавать IT-стартапам Якутии с апреля. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций региона. Помимо федеральных мер, которые будут оказаны местным IT-компаниям в рамках указа президента страны от 2 марта, глава Якутии Айсан Николаев поддержал докапитализацию венчурной компании «Якутия» на 300 миллионов рублей. Таким образом, буквально с начала апреля начнет работу программа выдачи льготных займов и пассивных инвестиций IT-стартапам республики, рассказал министр Анатолий Семенов. Ранее сообщалось, что Минцифры России приступила к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», чтобы адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Предприниматели Якутии получат займы на закупку муки и сахара. В связи с повышением банковских ставок принято решение о предоставлении в ближайшее время льготных займов для предпринимателей, занятых в сфере торговли по льготной ставке 8%. Банк-оператор будет выдавать льготные кредиты на закупку продуктов питания, муки, растительного масла, сахара, круп и других товаров первой необходимости в приоритетном порядке. Данная мера поддержки малого и среднего бизнеса реализуется по поручению главы Якутии Айсана Николаева. Между тем, в соцсетях часто появляются призывы скупать все, пока есть возможность. Якутян пугают пустыми полками в магазинах и дефицитом товаров. Грозит ли Якутии продовольственный кризис и рост цен на продукты питания? В вопросе разбирался Александр Хавренко. В момент, когда жизнь выходит из привычного русла, люди в первую очередь заботятся о продуктах питания. Мы все помним, как в 2012 году и в 2020 году население массово скупало гречку, муку и сахар. Сейчас на фоне введенных санкций в стране и в частности в Якутии наблюдается ажиотаж. Люди мешками и коробками скупают продукты, опасаясь, что в скором времени полки магазинов опустеют. Предприниматели, которые занимаются поставками продовольствия, утверждают, что продовольственный кризис нам не грозит. Объем товара, ассортимента, который у нас есть в республике, он в пути. Весь товар идет строго по графику. График движения поездов в Якутию отслеживается Министерством транспорта. Затариваться, запасаться, но это совершенно излишне. Продовольственное обеспечение Якутии, оно будет даже на данный момент в большем объеме, чем это обычно происходило раньше. Вторая причина, по которой покупатели ринулись в магазины – купить, пока не подорожало. Ждет ли нас увеличение цен? Мы стараемся сдержать цены. Мы стараемся насытить рынок. Мы встречаемся с крупным ритейлом, оговариваем поставщиков совместно с Минпредом, ищем надежных партнеров, надежных поставщиков. Уже есть договоренности по сахару, по крупам, по макаронам. Цены растут, потому что мы все прекрасно знаем, что многое зависит не от нашей валюты. Правильно? Если прыгает доллар, прыгает привязка такая, то, естественно, товар тоже будет ходить туда-сюда. Кроме того, поставка продуктов в Якутию – дело государственной важности. Поэтому правительство региона идет навстречу предпринимателям и оказывает меры поддержки. Принято решение докапитализировать фонд развития предпринимательства, чтобы фонд предоставлял уже льготные займы для наших предприятий торговли
в первую очередь торговли, для обеспечения продовольственной безопасности республики. Отдельные решения приняты в области налоговых послаблений, которые коснутся широкого круга предпринимательского сообщества, работающих по системе, упрощенной системе налогообложения. Отдельные решения также приняты по переносу уплаты налога на имущество от кадастровой стоимости. В текущем году предприниматели будут освобождены от этого вида налогов. Еще до закрытия ледовой переправы город Якутск будет обеспечен всеми необходимыми и привычными продовольственными товарами. Причин для паники нет. Пустых прилавков магазинов бояться не стоит. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Санкции западных стран дают возможность развивать местную продукцию. Таково мнение якутских фермеров, которые собрались на отчетно-выборной конференции. В ней приняли участие более 80 фермеров и глав крестьянских хозяйств. С основным докладом выступил председатель Ассоциации фермеров Александр Артемьев. Прошедшие 2 года в связи с пандемией и засухой у фермеров было много хлопот и расходов, но они продолжают трудиться для развития местной продукции. Во времена санкций западных стран импортозамещение – одна из приоритетных задач Ассоциации фермерских хозяйств. Как будто я знал, что в этом году будет резкое повышение цен, да, на семена, на удобрения. Вот поэтому и постарался в конце прошлого года я все закупить. И поэтому считаю, что сейчас я на 95% готов к посевной кампании. Сейчас говорят кризис, но я считаю, что это тот момент, когда надо действовать решительно и увеличивать свои посевы, урожай хороший получить. Тогда вот, я думаю, тот урожай, который я получу, он будет востребован именно здесь, в городе Якутске. Меры поддержки фермеров и овощеводов продолжают действовать в Ленском районе. Любой человек, который уже занимается или планирует заняться сельским хозяйством, имеет право на получение финансовой поддержки. О том, какую помощь получают ленские сельхозпроизводители, расскажем далее. Одной из самых популярных программ, которой интересуются жители Ленского района, стала программа «Агростартап». Она предусмотрена для начинающих фермеров и работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По данной программе можно получить от государства на безвозмездной основе до 3 миллионов рублей на развитие своего сельского хозяйства. Там необходимо именно принять на работу одного работника. Ну, то есть там ограничений нету, этот работник может быть и родственником, то есть независимо, но он должен быть официально устроен. Вот. И второй момент – это до 5 миллионов рублей, там необходимо 2 работников, лучше открывать семейное фермерское хозяйство. То есть там отдельная программа, тоже поддержка идет, сумма идет от 1,5 и до 5 миллионов. Для начинающих есть отдельно есть для уже, которые действуют. Поддержка фермерам и овощеводам оказывается не только республиканская, но и районная. Строятся телятники, животноводческие фермы, закупается крупный рогатный скот, строятся силосные траншеи и сенохранилища. Помимо республиканских субсидий, молокосдатчики получают дотацию из районного бюджета в размере 20 рублей за литр молока. Второй год мы сдаем молоко за 80 рублей. 20 рублей район платит, а некоторые районы Якутии нам завидуют. Сегодня поддержке товара сельхозпроизводителей в районе уделяется огромное внимание. В прошлом году было выделено около 40 миллионов рублей на помощь организованным сельским хозяйствам. У нас порядка 24 миллионов было выделено за литр молока, да, у нас в размере 20 рублей за литр, и где-то порядка 14 миллионов на поголовье. Такая политика, именно поддержка сельского хозяйства у нас идет уже 2-й год подряд. Строятся коровники. В этом году мы ввели новый молочный цех в селе Батамай, начали выпускать сырную продукцию. Из республиканского и местного бюджетов выдаются субсидии на покупку техники для сельхозпроизводителей. Поддержка сельского хозяйства будет продолжаться. В бюджете района на этот год на эти цели выделено 120 миллионов рублей и 99 миллионов из республиканского бюджета. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сельхозтоваропроизводители 17 районов республики получили субсидии на молоко на прошлой неделе. Об этом нашему каналу сообщили в Минсельхозе. Остались получатели Якутска, Хангаласского и Усть-Майского районов. Отбор по финансам еще не завершился, уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что часть средств субсидий на молоко будет доведена в районы раньше установленных сроков, чтобы аграрии смогли заранее подготовиться к весенне-полевым работам и сенокосной кампании. Всего в Якутии на заготовку более 62 тысяч тонн молока в этом году предусмотрено более 3 миллиардов рублей. 15 марта ежегодно во всем мире празднуют День защиты прав потребителей. В Нерюнгринском территориальном отделе управления Роспотребнадзора к этой дате организованы Дни открытых дверей. О работе отдела в сюжете Ирины Кичигиной. Потребитель является самой слабой стороной в потребительских отношениях, таких как покупатель и продавец, исполнитель и заказчик. Любой может столкнуться с нарушениями прав, покупая мебель, бытовую технику, одежду или продовольственные товары, делая ремонт или прибегая к любым другим видам оказания услуг. И, к сожалению, граждане, не зная все тонкости закона, зачастую не могут за себя постоять. Тогда приходится обращаться к юристу, который сможет защитить интересы физических лиц. Непосредственно я, как частный практикующий юрист, привлекаю всегда по искам по защите потребителей Роспотребнадзора для того, чтобы в деле было заключение о том, какие права были нарушены, не заблуждается ли потребитель о том, что его права были нарушены, и если есть нарушения, то какие должны быть последствия для продавца, исполнителя, изготовителя, потому что спектр объема обязательств Роспотребнадзора по защите, он огромен. Так, за 2021 год в Нерюнгринский территориальный отдел Роспотребнадзора поступило 162 обращения. Из них 99 в области эпидемиологического надзора. Это вопросы, связанные с условиями проживания, эксплуатацией общественных помещений, вакцинацией и сбором бытовых отходов. Остальные 63 обращения касались области защиты прав потребителей в сфере розничной торговли и жилищно-коммунальных услуг. Если права нарушены, конечно, я рекомендую предварительно самостоятельно урегулировать вопрос с нарушителем прав, именно обратиться с претензией к нарушителю. И потом уже в случае неудовлетворения требований каждый имеет право обращаться в государственные органы с обращениями с целью защиты своих прав. Также территориальное отдел обращается в суд с исковыми заявлениями о защите прав потребителей. Вот, к примеру, в прошлом году подано 8 исковых заявлений в защиту прав потребителей. Рассмотрено и удовлетворено 6 обращений. На общую сумму 450 тысяч это в сфере розничной торговли и на 255 тысяч рублей в сфере оказания услуг. Обратиться за защитой своих прав можно как непосредственно в надзорный орган, так и через многофункциональный центр оказания услуг, либо в электронном виде через портал госуслуг или официальный сайт контрольных органов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Эпидобстановка по коронавирусу улучшается. Глава Якутии отменил большинство ковидных ограничений. Соответствующий указ Айсен Николаев подписал накануне. Так возобновляется деятельность ночных клубов, дискотек, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений. При проведении массовых мероприятий больше не требуется соблюдение максимального уровня заполняемости помещений, не более 75%. При этом граждане при посещении мероприятий должны предъявлять QR-код. Мероприятия с участием свыше 500 человек подлежат согласованию с управлением Роспотребнадзора по республике. Также отменено требование об измерении температуры тела прибывающих граждан в аэропортах, расположенных в Якутске, Мирном и Удачном. Пользу туберкулиновой диагностики родители маленьких угаянцев оценивают верно. Это отметили работники детского кабинета Алданского противотуберкулезного диспансера. С целью охвата детского населения пробами МАНТУ специалисты ежегодно выезжают в отдаленный поселок Угаян. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Чем опасен туберкулез и как минимизировать риск заражения? Об этом школьники отдаленного поселка Угаян узнали из лекции, которую для них подготовили специалисты детского кабинета Алданского противотуберкулезного диспансера. Лекция прошла в рамках традиционного месячника борьбы с туберкулезом, который стартует в Якутии 24 марта. Дети очень внимательно слушали, задавались вопросы. Я считаю, что плодотворная прошла работа. В поселок сотрудники противотуберкулезного диспансера выезжают ежегодно. Помимо просветительской работы, специалисты проводят туберкулиновую диагностику несовершеннолетних. Пробами МАНТУ охватывается все детское население. Стоит отметить, что выездные медосмотры и обследования детей и взрослых в Угаяне специалисты Алданской ЦРБ проводят регулярно.
Еще к нам ежегодно приезжает Нижнекарнавская больница, бригада врачей, дерматологи с Алдана, психиатр приезжал. Проводится диспансеризация ежегодно. Проходили в этом году тоже, досмотр прошел. В Угаяне проживают 87 детей и подростков. В школу ходят 60 мальчишек и девчонок. 25 малышей посещают детский сад. Пробы МАНТУ были сделаны и дошколятам. Специалисты отмечают, что родители юных угаянцев к здоровью отпрысков относятся ответственно и пользу туберкулиновой диагностики оценивают верно. Вот вы знаете, сколько мы вот ездим, я не видела, что родители отказывались. Вот, например, пишут отказ, не доверяют или что. А тут все, только единственное, что не делаем, кто болеет, медотвода. А остальным все мы делаем. И вообще мне нравится в поселке выезжать. Все-таки дети здесь совсем другие. Медсестры рассказали детишкам, почему пуговку нельзя расчесывать и мочить. Через 3 дня медработники Угаяна измерят пробы и передадут результаты в противотуберкулезный диспансер. Татьяна Вахнина, поселок Угаян, Алданский район. Еще 285 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в больницы доставили 71 человека. Лечение в стационарах получают 11,5% больных. 15% новых случаев заболевания фиксируют в Якутске. Уточняется, что 15% фактов связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Всего 24 человека, это 7 семей, прибыли в Нерюнгринский район из Донецкой и Луганской народных республик. Среди них 9 взрослых и 15 детей. Практически все семьи прибыли к родственникам. Например, жены приехали к мужьям, которые работают там. В первую очередь им оказывают помощь в получении выплаты, предусмотренной указом президента России. Ее размер 10 тысяч рублей на члена семьи. Также в управлении соцзащиты оказывают помощь в получении медицинского полиса, прохождении медосмотра, в частности детей, для их организации в школы. В детских лагерях Якутии снова запустят программу кэшбэка за путевки. В прошлом году ей воспользовались 15 детских лагерей. Кэшбэк составит 50% от стоимости каждой путевки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы оплатить путевку необходимо картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Путевку в лагерь можно купить на любую смену в период действия акции с 25 мая по середину сентября. Трудовой союз между Северо-Восточным федеральным университетом и компанией «Макромайн» можно назвать успешным. В конце 2017 года компания открыла компьютерный класс для геологов. А сегодня в университете торжественно открыли еще один компьютерный класс, но уже на базе Горного института. Подробнее расскажет Валерия Наумова. Компания «Макромайн Рус» и СВФУ сотрудничают уже с 2014 года. Система «Макромайн» является одним из наиболее распространенных и популярных программных продуктов в области цифрового моделирования горных работ. В рамках своего сотрудничества компания с российскими учебными заведениями, в том числе и с Северо-Восточным федеральным университетом, сегодня на безвозмездной основе передала Горному институту технику и передовое программное обеспечение. 10 персональных компьютеров, экран. То есть ребята, для тех, кто немножко не знает, то есть раньше все горные работы, все производилось вручную на чертежах. Сейчас тренд на цифровизацию, горное дело тоже не отстает, и наши ребята должны уметь в различных цифровых системах, в том числе и в программном обеспечении «Макромайн». То есть ребята могут моделировать открытые горные работы, подземные горные работы, георазведку непосредственно на рабочем месте. Также в рамках сотрудничества ежегодно проводится бесплатное обучение преподавателей на курсах повышения квалификации, а студенты-горняки участвуют в Олимпиаде проектирования карьеров в горно-геологической информационной системе. Стоит отметить, что в 2018 году команда СВФУ заняла там 3-е место. В целом, данный класс позволит студентам осваивать современные программные продукты, которые на сегодняшний день используют более 80% недропользователей России.
85% всех горных вузов уже имеют лицензии нашего программного продукта и обучают студентов работе в нем. Почему это нужно? Потому что цифровизация идет семимильными шагами, и горный инженер, современный горный инженер даже будущего, он обязан уметь работать с этими инструментами, с этими программными продуктами. И изучая, предоставляя студентам изучение макромайна, мы тем самым им прививаем культуру работы с цифровыми технологиями на производстве. То, как студенты и преподаватели работают с тем инструментом, который предоставила компания, внушает оптимизм. И тот темп, который был взят, не будет останавливаться, а будет только развиваться. Это и повлечет за собой развитие данного проекта. И, как сказал генеральный директор Макромайн, возможно, в будущем они создадут технологический цифровой центр федерального уровня. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Якутск. Далее о спорте. В Якутске в третий раз стартовал республиканский открытый турнир по национальной борьбе «Хапсагай» – турнир госкомобеспечения. В нем принимают участие пожарные, спасатели и сотрудники силовых ведомств. В этом году разыграют комплекты медалей в 11 весовых категориях. В течение 2 дней огнеборцы и спасатели, а также известные в республике спортсмены будут соревноваться в ловкости, проворности и выносливости. С улучшением эпидобстановки в республике все спортивные мероприятия проходят со зрителями с предъявлением QR-кода. С нашей службы участвует 10 спортсменов. Ну, турниры категории А. Это означает, что тут в турнире можно выполнить мастера спорта Республики Саха-Якутия. Поэтому участвуют только подготовленные спортсмены. Все спортсмены нацелены занять первые места. Значит, ну, помимо службы спасения участвуют спортсмены государственной противопожарной службы, Саханнефтегазбыт, МВД, УФСИН и других служб оперативных. Более 20 видов спорта включили в программу игр «Дети Азии». Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. После перерыва определено, что 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске в 2024 году. Мы уверены, что игры пройдут на самом высоком уровне, сказал ранее руководитель региона. Как сообщил министр по физкультуре и спорту Леонид Спиридонов, из 21 вида спорта 5 являются дополнительными. Это кикбоксинг, сурдоборьба, стендовая стрельба, шашки и шахматы. Якутия на правах принимающей стороны будет участвовать во всех видах спорта. Предварительно в сборную республики вошли порядка 600 спортсменов и тренеров. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.